В столицу Коми приехала труппа актеров из Якутска. В ближайшие дни их спектакли пройдут на сцене Государственного академического театра драмы имени Виктора Савина. Посетить мероприятие смогут и взрослые, и дети. Студенты и вовсе бесплатно по пушкинской карте. Что же поставит театр юного зрителя Республики Саха на подмостках Коми в рамках федерального проекта «Большие гастроли», расскажет Ксения Мишарина. Славному народу Республики Коми! Уруй! Ай-ха! Уруй! Ай-ха! Уруй! Ай-ха! 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 С таким настроением в Сыктывкар приехали гости из Якутии. На сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина приезжие артисты театра юного зрителя покажут спектакли для детей и взрослых. Целых 3 дня с пятницы по воскресенье у жителей и гостей столицы Коми будет возможность оценить работы якутских артистов. Мы перевезли 2 спектакля «Король Беранже» по пьесе Жена Юнецка, постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха Карла Сергичева, и «Камень счастья» для детского зрителя. Этот спектакль поставлен по мотивам легенд народов Севера и поставил главный режиссер нашего театра, заслуженный деятель искусств Республики Саха Александр Васильевич Тетигиров. Детский спектакль «Камень счастья» покажут на русском языке, а постановку «Короля Беранже», которую гости привезли для взрослых, на якутском с синхронным переводом. Как рассказали артисты, и на малой родине, и за ее пределами они всегда показывают спектакли на нескольких языках. А помимо работы в театре, многие актеры снимаются в кино. В нашем театре многие актеры снимаются в российских фильмах, у российских режиссеров. Я снималась у Алексея Балабанова в фильме «Река». Однокурсники, коллеги мои снимались у Прошкина, у Тодоровского. Выступления якутских артистов в театре драмы имени Виктора Савина стали возможны благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Этот визит в столицу Коми – часть обменного проекта. В октябре с постановками СКТВКР и «Игра в фанты» в Якутск поедет уже молодежный театр Республики Коми. Ксения Мишарина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».